В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы к этому часу. Досрочное голосование стартовало в труднодоступных местностях республики. Завершил свою работу Международный военно-технический форум «Армия-2021». Якутянка Степанида Артахинова завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио. Предлагаем вашему вниманию брифинг оперативного штаба по лесным пожарам. Узнаем о текущей обстановке в республике. Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о текущей лесопожарной обстановке в республике. Доброе утро. Всего по территории республики тушится на сегодняшний день 35 пожаров. Вернее, есть 35 пожаров, тушится из них 8. Людей работает на пожарах 380 и техники 36. Локализовано за сутки 4 пожара, ликвидировано 4. К сожалению, вновь обнаружено тоже 4 пожара. Для тушения лесных пожаров, мониторинга обстановки, при дислокации личного состава на территории республики привлекались 2 воздушных судна от Министерства чрезвычайных ситуаций. Выполнено 28 вылетов. Приближенным и угрожающим населенным пунктам пожаров нет. Работы по тушению проводятся на территории 4 районов республики. Это Вилюйский 1, Сунтарский 2 пожара, Усьмайский 4, Чурапчинский 1. Другие пожары находятся на зоне контроля. При этом также работает самолет-зондировщик Ан-26, который показывает свою эффективную работу. Благодаря работе данного самолета хорошие обильные осадки пошли по нашим пожарам. Спасибо большое. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам, а мы продолжаем. Досрочное голосование началось в 25 районах Якутии в труднодоступных местностях. Количество групп избирателей, голосующих досрочно, 543. Общее планируемое количество досрочно голосующих превышает 10 тысяч. Это традиционно оленеводы, вахтовики, старатели, метеорологи, работники гидропостов. Члены избирательных комиссий будут добираться до жителей труднодоступных территорий с помощью авиационного, водного и автомобильного транспорта высокой проходимости. Противоэпидемиологические меры будут усилены в российских школах с 1 сентября. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Они проводятся для того, чтобы обеспечить здоровье учеников и учителей. Только соблюдение мер позволит продолжить учебный год в очном режиме, заявил Кравцов, добавив, что все школы готовы к приему 17 миллионов школьников. Он также отметил, что планов по переводу учебы в дистанционный формат нет. Меры по повышению защиты в школах и других образовательных учреждениях были проработаны совместно с властями регионов. Данный вопрос находится на постоянном контроле министерства. 10 лет медсестры и санитарки носят беременных и рожениц буквально на руках. Дело в том, что в единственном родильном доме Хангаласского улуса вот уже 10 лет неисправен лифт. Медперсонала, это в основном женщины, вынуждены сами носить тяжелых больных или просто операционных женщин с этажа на этаж на носилках. Почему лифт не ремонтируют и долго ли это будет еще продолжаться, узнавала наш корреспондент Виолетта Засимова. Здание Покровского роддома построили в 1998 году. Трехэтажное, добротное и красивое здание. В первые годы оно было чуть ли не главным украшением города и вызывало восхищение у жителей и гостей. С тех пор прошло 23 года. Сейчас, подойдя к роддому, можно увидеть неприглядную парадную лестницу с побитой плиткой, а внутри здания, если присмотреться, заметны обветшалости. Но самое главное – боль как персонала, так и пациенток – неисправные лифты. К нам поступила девушка экстренно. Входить нельзя ей было с кровотечениями. Лифт не работает. Оказалось, что 10 лет уже не работает. Гинекология находится в 3-м этаже. Больную поднимали хрупкие медсестры на руках. Персонал уже смирился и просто делает то, что должны делать. По словам персонала, первый лифт перестал работать в 2008 году, второй – в 2012 году. Были попытки починить их, но безуспешно. Конечно, вызывали и электриков, ремонтников, и пытались они
ремонтировать. Сказали, что по тем временам требовалось 1,5 миллиона, сумма озвучивалась, а сейчас на полную замену требуется 7 миллионов рублей. Вот. То есть они уже неисправны? Они неисправные, полностью надо заменять. В здании роддома еще ни разу не проводился капитальный ремонт, лишь местами косметический. Помимо неработающих лифтов, необходимо обновить систему теплоснабжения. Об этом говорит и сам персонал. Также роженицы жаловались, что в зимнее время дует из окон. Спасают ситуацию теплые полы. Мы, конечно, пытались, и когда кандидаты в депутаты приходили разных уровней, ну и администрация, районы и так далее, чиновники другие тоже, когда были у нас на встрече приходят, мы им все время, конечно, задаем этот вопрос. И пытались тоже они найти выход, но, видимо, сумма очень большая. Но страдания рожениц и акушерок не продлятся долго. По словам руководства Хангаласской центральной районной больницы, роддом стоит в списке на капитальный ремонт в следующем 2022 году. Объемы и источники финансирования пока неизвестны. Телеканал «Якутия-24» продолжит следить за развитием событий. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. В подмосковной Кубинке завершился масштабный форум «Армия-2021». В его рамках прошли армейские игры. Это настоящая олимпиада среди солдат. Самый зрелищный вид – это танковый биатлон. Но кроме него бойцы состязались в стрельбе, рукопашном бое и вождении. Есть соревнования среди водолазов, подводников и связистов. В рамках игр прошел турнир и по киберспорту, причем среди организаторов оказались якутские специалисты. Подробности у Максима Кардозу. Уже в третий раз 25 команд из военных вузов со всей России стартовали на турнире по компьютерному спорту в рамках армейских игр. В финале должно остаться только 8 из них. Курсанты проверяют свои силы в Counter-Strike. Во многих компьютерных играх представлена военная техника. Через компьютерные игры можно узнать больше о военной технике, ознакомиться с ее техническими характеристиками, с оружием, ну и прочее. В этом году в качестве соорганизаторов Минобороны решила привлечь специалистов со стороны. И их выбор пал на экспертов из якутской киберспортивной организации «База номер 1 -72 градуса». Это уникальный опыт и для федерального ведомства, и для наших ребят. Якутяне курируют онлайн-соревнования по нескольким дисциплинам. Почему выбрали именно нас, спросите вы, да? Удивительно. Почему вообще кто-то из Якутии находится здесь и вместе с киберпатриотом делает какие-то турниры? Потому что мы уже опытные ребята. Киберспортивная база 1 занимается киберспортом уже 4 года целых. Мы провели самые крупные, вы, наверное, слышали, это Кубок АЭП. У нас было по Доте, по CSGO и по БГ, также по танкам. 4 дисциплины было, там у нас был огромный призовой фонд. На этом сотрудничество якутян и Минобороны не ограничится. Уже запланировано проведение совместных всероссийских турниров по Counter-Strike и World of Tanks. Они пройдут осенью. Также свой новый опыт в проведении масштабных соревнований ребята из базы номер 1 собираются использовать во время дальневосточного турнира по киберспорту, который они хотят провести до конца этого года. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Кубинка, Московская область. Степанида Артахинова завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио. Якутянка в паре с Баиром Шигаевым из Бурятии стала третьей в соревнованиях по стрельбе из лука среди смешанных пар. В борьбе за третье место они со счетом 153-151 победили представители Ирана. Золото взяли спортсмены из Китая, выигравшие в финале у турецких лучников. Для 31-летней Артахиновой эта бронза Паралимпиады стала второй в карьере. Ранее она становилась третьей на играх 2012 года. Помимо этого, на ее счету 5 побед на чемпионатах мира и золото чемпионата Европы. Традиционная сельскохозяйственная ярмарка проходит в Якутске. На ней широко представлены мясо, рыба, молочные товары, свежие сезонные овощи и даже мед. При этом вся продукция перед реализацией проходит необходимый санитарный контроль, и товары проверяются на соответствие нормам качества и безопасности. Ярмарка будет проходить до наступления сильных морозов каждую субботу и воскресенье в районе Старого города с 10 до 17 часов.
Сегодня представлены из Чурапчинского улуса, Уса-Алданского, Мегино-Кангаласского улуса. На следующей неделе ожидаем поступления говядины и жеребятни, в том числе конины, из Намского, Горного районов и Хангаласского районов. А также хотелось бы сказать то, что 1-2 сентября у нас в Якутск прибывают большие теплоходы. Соответственно, на следующих выходных мы ждем вас с большим ассортиментом свежевыловленной рыбы. На этом выпуск подошел к концу. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Еще больше информации на наших официальных сайтах jak24.ru и nvk-online.ru. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.